Его убийство было операцией российских спецслужб ФСБ. И даже больше, убийство, возможно, одобрили Владимир Путин и глава ФСБ. Решение суда ждали с напряжением. Российские СМИ, молча затаив дыхание, западные подогревая интерес к теме. Вспоминали о том, что бывший шпион, отравленный полонием, сам вычислил своего убийцу. На смертном одре он сказал жене: «Это Путин». Российские медиа до оглашения доклада за редким исключением молчали. Публикацию встретили лавиной критики и пренебрежительных замечаний. Набившее оскомину дело Литвиненко. В Лондоне завершилось так называемое публичное расследование дела. Свежайший документ, отпечатанный только что, он еще пахнет типографской краской. Критикует и затянутость следствия почти 10 лет, и отказ раскрывать все доказательства, и главное, осторожность формулировок. Практически через предложение повторяется слово «возможно». Пока российские СМИ придираются к форме, западные обсуждают суть отчета. В том, что Литвиненко убили, никто не сомневался. Главный вывод – президент Путин, вероятно, причастен и, возможно, отдал приказ об убийстве. В российских медиа о возможной причастности высшего руководства страны к убийству говорят скупо, тем более ни слова о мотивах. О том, что Литвиненко последовательно критиковал Кремль, заявлял о причастности власти ко взрывам домов в Москве, обвинил президента в убийстве Анны Политковской и о его связях с мафией. Зачем вытаскивать эту уголовщину на международный уровень, возмущается следом за российским МИДом журналисты. Чисто уголовное дело было политизировано и омрачило общую атмосферу двусторонних отношений. До зрителя старательно доносят мысль: если что и было, то очень давно. Вспоминать об этом британцы могут разве что из вредности и политической выгоды, а по сути из желания снова насолить России.